Вернемся в 2020 год. После Октябрьского переворота состоялись выборы в президенты. Кандидат Садыр Джапаров раздал немало обещаний. Причем везде, во всех районах страны. Село Таш-Дөбе не осталось в стороне. Он пообещал обеспечить жителей питьевой водой. Таш-Дөбе айылын жана 32 гектар жаңы конушту ичүүчү суу менен камсыздандыруу үчүн Таш-Дөбе айылына 1 скважина, 32 гектар дээлеген жаңы конушка 1 скважина казып, суу мунарасын жана суу өткөрүү түйүнүн курабыз. Мы решили проверить, насколько исполнено обещание, и побывали в селе Таш-Дөбе. Как оказалось, скважин на этой территории надо пробурить не одну, а 2. На сегодняшний день одна заброшена, а вторая скважина даже не начата. Здравствуйте. Вода у вас идет, нет? И сколько дней уже? Ой, да с самого лета. Сколько лет вот так страдаете? Да, наверное, уже лет 5 страдаем. Лет 5. Вот вода наша. Вот край. Лезьте. Огород как поливаете? Огород поливной водой. Иди, вон папа. А поливная вода всегда есть, да? Ну, раз в неделю дают нам. Это платно или Субботу бесплатно? обязательно платная, 200 сомов платим за час. А питьевая вода, там они по очереди где-то все перекрывают, а где там Я, например, не знаю, где перекрывают. Это занимаются отдельные люди, у нас есть по воде. Поэтому я не знаю, не могу вам сказать. На обеспечение водой требуется 30 миллионов сомов. По словам жительницы Ирины, местной власти это не под силам. Трубы укладывать, как-то вот совместно даже с населением работать. У нас дружное село, но мы не можем решить проблему, созданную нам другими. Но местные власти до сих пор обещают, что все будет сделано. Президент болгондон баштап эле айтылган да. Ушу Воронцовкага Таш-Дөбе айылына 1 скважина чыгарып берем деген президенттин өзүнүн сөзү бар. Ошол сөзү менен биз дагы таянып, биз дагы ушу күтүп атабыз. Кудай буйрса жакшылыкка эле ниет кылып атабыз. После обещания президента прошло 1,5 года, но работы даже не начаты. Около 10 тысяч человек обеспечиваются водой вот этой старой скважиной. Подают по очереди по 2-3 часа на каждую улицу. Справедливости ради, Садыр Джапаров не назвал точные сроки, когда скважину пробурят, построят водонапорные башни и распределители. У него есть еще 3,5 года на это. Срок президента заканчивается в 2026 году. Дорогие зрители, хотите еще больше расследований? Хотите помочь нам в борьбе с коррупцией? Тогда поддержите нас в Патреоне. Подробнее по ссылке в описании.